Уважаемые родители, я, Алексеева Елена Михайловна, логопед, педагог-психолог детского сада номер 83 города Сыктывкар и консультант Республиканского консультационного центра КОМИ Республиканского института развития образования. Приветствую вас. Спасибо всем, что вы нашли время на сегодняшний вебинар «Взаимодействие семьи и логопедов в формировании правильной речи ребенка». Это продолжение темы прошлой встречи, на которой я рассказала вам, как организовать логопедические занятия дома. И сегодня мы рассмотрим с вами вот такие вопросы. Нормы речевого развития детей, причины речевых нарушений, в каком возрасте нужно обращаться к логопеду, чем занимается логопед, как попасть на занятия к логопеду и первая встреча с логопедом. На прошлом вебинаре я рассказала, как самостоятельно организовать логопедические занятия дома. Но бывает так, что родители занимаются с ребенком, выполняют все рекомендации, но результата нет. В данной ситуации вам потребуется помощь квалифицированного специалиста, логопеда. Но для начала давайте рассмотрим нормы речевого развития и причины их нарушений. Какие же нормы речевого развития существуют? Для каждого возраста существует своя норма. В году нормально развивающийся ребенок употребляет уже 3-4 лепетных слова, понимает отдельные слова, соотносит их с конкретными предметами, понимает простые инструкции, сопровождаемые жестами. Где мама, дай ручку, нельзя. К 2 годам употребляет предложения из 2-3 слов. Понимает и правильно выполняет двухступенчатую инструкцию «иди на кухню, принеси чашку». Имеет словарный запас минимум 50 слов и правильно произносит звуки «п», «б», «м», «ф», «в», «т», «д», «н», «к», «г». В речи 3-летнего ребенка постепенно формируется умение правильно связывать разные слова и предложения. От простой двухсложной словной фразы он переходит к употреблению сложной фразы с использованием падежных форм существительных единственного и множественного числа. Употребляют в предложении простые предлоги «на», «в», «под», «за», «из» и союзы «потому что», «если», «когда». А в речи 4-летнего малыша уже встречаются сложно сочиненные и сложно подчиненные предложения. Употребляются предлоги «по», «до», «вместо», «после», «из-под» и союзы «что», «куда», «сколько». К этому времени осваиваются свистящие звуки, а также гласно и несколько позднее шипящие. К 5-6 годам у ребенка обычно появляются звуки «р» и «л». К 5 годам ребенок полностью усваивает обиходный словарь, пользуется обобщающими понятиями одежда, обувь, овощи, фрукты. В словах уже меньше встречаются пропуски, перестановки звуков и слогов. Исключением составляют только некоторые трудные, незнакомые слова, например, экскаватор. А в предложении используют все части речи. Ребенок овладевает всеми звуками родного языка и правильно их употребляет в речи. На что нужно обратить внимание родителей? Если речь детей значительно отличается от норм речевого развития, и если ребенок захлебывается речью, торопится высказать свои мысли, в результате мы слышим обрывки слов, переходящие в набор гласных, темпы речи очень быстрые, ребенок судорожно вдыхает, пытаясь высказать свою мысль. У ребенка не хватает выдоха на фразу, добирает воздух посреди слова, слова прерываются и создается впечатление всхлипывания. Малыш не стремится к общению. Общение со взрослым и сверстниками сводится к минимуму. Ребенок играет один или участвует только в неречевых играх, типа салочки, догонялки, и ребенок неохотно отвечает на вопросы взрослого, старается ответить жестами. Сильная назализация голоса. Ребенок говорит в нос, гнусаво. Создается ощущение, как будто у ребенка постоянно заложен нос, у него постоянно насморк, при том, что ребенок не простужен и не болен. Ребенок говорит неэмоционально, монотонно, невыразительно. Ребенок бубнит себе под нос. Большую часть фразы разобрать и понять невозможно.
В речи отсутствует передача настроения и оттенки эмоций. Не интересуется окружающим, не задает вопросы. Ребенок довольствуется бытовыми ответами, такими как «да», «нет», «не знаю», «там», не пользуется полными предложениями. А на прогулке дома при чтении книг у ребенка не возникают вопросы «а почему?», «а что это?», «а зачем?», «а как?». Если перечисленные пункты характерны для ребенка определенного возраста, то следует говорить об отсутствии отставания уровня речевого развития. В чем же причина речевых нарушений? Вот сейчас мы с вами разберемся в этом. Родители, которые узнали о том, что у ребенка есть проблемы с развитием речи, часто интересуются, чем же они вызваны. Этот вопрос становится для них особенно важным, если в семье ни у кого из ближайших родственников нарушения речи нет. Речевые нарушения могут возникнуть под влиянием неблагоприятных обстоятельств или, как говорят специалисты, вредоносных факторов, воздействующих изнутри или извне и нередко сочетающихся друг с другом. К ним относят такие, как внутриутробные патологии. Особенно стоит быть аккуратным в первый триместр беременности, потому что в этот период у малыша формируются все жизненно важные органы. К патологиям, провоцирующим такие нарушения, относятся гипоксия плода, инфекционные заболевания матери, травмы живота во время беременности, употребление матерью алкогольных, наркотических и табачных веществ, бесконтрольный прием лекарственных препаратов, стресс, несовместимость резус-фактора у матери и у малыша. Поэтому женщина должна быть очень осторожной и аккуратной во время беременности, чтобы малыш родился здоровым. Следующая причина – это, может быть, родовые травмы, а к ним относятся асфиксия при рождении, травмы, полученные малышом во время родов, младенцы с маленьким весом. В зависимости от того, как своевременно малышу и матери будет оказана помощь, будет зависеть и дальнейшее развитие ребенка. Послеродовые патологии. Заболевания, перенесенные ребенком в первый год жизни. К ним относятся инфекционно-вирусные заболевания, нейроинфекции, менингиты, могут вызвать снижение или даже потерю слуха, травмы и ушибы головного мозга. В тяжелых случаях приводят к внутричерепным кровоизлияниям, а в результате речь ребенка ухудшается, он может даже перестать говорить. Травмы лицевого скелета – это повреждение неба, выпадение зубов, также мешают ребенку научиться правильно произносить звуки и слова. Длительные простудные заболевания, воспалительные заболевания среднего и внутреннего уха, приводящие к временному или постоянному снижению слуха, нарушают речевое развитие ребенка. Следующее – это генетическая предрасположенность. Некоторые специалисты до сих пор спорят о том, влияет ли наследственность на речевое развитие. Например, это могут быть аномалии в строении артикуляционного аппарата. Также наследственность может влиять на появление заикания, потому что одна из причин его появления – это особенности нервной системы. Кроме того, генетическая предрасположенность может повлиять на формирование речевых зон в коре головного мозга. Неблагоприятные социально-бытовые условия. На речевое развитие ребенка большое влияние оказывает общение с близкими ему людьми. И если оно недостаточно эмоционально, взрослые уделяют мало внимания малышу и не общаются с ним, то это может стать одной из причин нарушения речи. Также ребенок может подражать взрослому, который пользуется у него авторитетом. Поэтому, если кто-то из родителей неправильно произносит звук, то подражаемый малыш будет произносить его так же. И еще сильный испуг или стресс, психические заболевания могут вызвать заикание и задержку речевого развития. Важно определить причину речевых нарушений и также сообщить об этом логопеду, так как от них зависят пути коррекции, которые могут быть максимально эффективными. В каком же возрасте необходимо обращаться к логопеду? Вопрос такой. Как говорят логопеды, чем раньше начать бороться с проблемой, тем лучше будет результат. Мнение, что ребенка надо приводить к логопеду в 5 лет, устарело. К этому возрасту речь ребенка уже давно сформирована, поскольку благоприятным периодом для развития речи является 2-3 года. Именно тогда надо интересоваться,
все ли хорошо у ребенка с речью. И даже если логопед скажет, что развитие ребенка соответствует возрасту, надо ежегодно посещать логопедический кабинет, чтобы отслеживать динамику формирования речи. Ведь то, что было нормой в 3 года, уже для 4 лет является отставанием. Но также рекомендовать занятия с логопедом могут детские врачи-специалисты при плановой диспансеризации. Например, если невролог выявил отсутствие в тонусе мышц или поставил отклонение в тонусе мышц или поставил неврологический диагноз, хирург обнаружил, что уздечка языка короткая, отоларинголог установил снижение слуха, а стоматолог выявил аномалии зубочелюстной системы. Все это приводит к трудностям во владении всеми сторонами речи, и звукопроизношения, и лексикой, грамматикой, а также могут возникнуть даже проблемы с общением. Кто такой логопед и чем он занимается? Наверняка у каждого в окружении найдутся знакомые, которые в детстве занимались с логопедом. Это специалист, задача которого обучить ребенка правильной речи. Нередко логопед воспринимается как врач, который учит ребенка правильно произносить звуки. Однако это совсем не так. Во-первых, в России логопед – это педагог, даже если специалист работает в медицинском учреждении. А во-вторых, логопед комплексно работает над всеми компонентами речи, а не только над звукопроизношением. А задача логопеда – это работа над развитием всех компонентов. Сюда входит и звукопроизношение, и фонематический слух, фонематическое восприятие, и грамматический строй, и словарный запас, и понимание речи, и артикуляционная моторика, а также овладение навыками письменной речи. Это письмом и чтением, а также и логопед занимается и памятью, и мышлением, и вниманием. Вопрос, как же попасть на занятия и куда обратиться, чтобы попасть на занятия к логопеду? Родитель, выявивший у ребенка нарушение речи, должен записаться на прием к работающему в поликлинике логопеду. В задачи специалиста входят профилактические обследования в дошкольном и образовательных учреждениях и коррекция несущественных речевых дефектов. Если у ребенка серьезное нарушение, логопед выписывает направление на психолого-медико-педагогическую комиссию, и по результатам диагностики специалисты могут перевести ребенка в коррекционный детский сад или в детсадовскую группу, где проводятся логопедические занятия. В детском саду, в общеобразовательном, при наличии ставки логопеда занятия с детьми могут проводиться либо на логопункте, либо в специализированных группах. И если же ребенок не посещает детский сад, то можно обратиться к частному логопеду, который выезжает на дом, или же обратиться в городские психолого-педагогические центры. В центрах работают и психологи, и логопеды, и дефектологи, и многие другие специалисты, которые оказывают детям помощь не только в нарушениях речи, но и с другими особенностями. Есть консультационная служба для родителей, например, наш республиканский консультационный центр. Значит, родители могут обратиться к логопеду и в поликлинике, в детском саду, и в детских центрах, а также в консультационных центрах. Первая встреча с выбранным логопедом очень важна для будущей работы. Выбрали логопеда, все хорошо, вот пришли мы на первую встречу, что мы будем ждать, что ожидать. Во-первых, расскажите как можно подробнее, какие проблемы в речи ребенка вы замечаете. Подробный рассказ облегчит работу в выборе, методике, обследовании и поможет спланировать направление коррекционной работы. Любое логопедическое обследование начинается с семейной истории. В этой части логопед задаст вам вопросы о составе семьи, о языковой среде ребенка. Например, в семье ребенка могут говорить на 2 языках. Есть ли у него наследственные заболевания и другие вопросы.
Не бойтесь отвечать на эти вопросы логопеду. Эти сведения передаются третьим лицам. Вторая часть обследования отводится для вопросов, связанных с развитием вашего ребенка в раннем детстве. Вы рассказываете логопеду, как протекала ваша беременность и роды, каким был вес ребенка при рождении, не наблюдались ли у него проблемы со слухом, зрением или движением. Все вот эти вот вопросы, вот они, ранние слайды, которые мы с вами сейчас вопросы открыли, обсудили, причины нарушения. Вот здесь вот вы должны рассказать, что были какие-то либо вирусные заболевания во время беременности, были ли какие-то проблемы во время родов, болел ли ваш ребенок в первый год, чем болеет он в данный момент. Или, может быть, он постоянно какие-то у него воспалительные заболевания. Все это надо обязательно сообщить логопеду. Когда он заговорил, обязательно тоже какие были лепетные слова, сколько этих слов было, и когда у него даже появились первые предложения. Все это вы сообщаете логопеду. Следующим этапом является непосредственно обследование речи малыша. Обычная продолжительность занятия составляет примерно 25-30 минут для дошкольников. И иногда первое занятие занимает больше времени, особенно если ваш ребенок застенчив или не так легко общается с внешним миром. Логопед сам пишет, когда начинать обследование. Вполне возможно, на первой встрече состоится только беседа с вами. А вероятно, что малыш не захочет отвечать на вопросы специалиста или участвовать в играх. Это вполне нормально. В новых условиях при встрече с новым человеком большая часть детей будут осторожничать, просто присматриваться к незнакомой обстановке. Не волнуйтесь. Логопеды, особенно опытные, знают, как эффективно сотрудничать с любым ребенком. Опытный логопед всегда найдет ключ, подберет ключик к вашему ребенку. Если логопед в процессе обследования речи не нашел нарушений, это означает, что развитие речи вашего малыша в норме, это очень хорошо. Но вы также можете попросить специалиста рассказать, какие виды деятельности помогут развивать речь малыша в дальнейшем, чем и как вы можете заниматься с ним дома. При лучшем варианте, что логопед побеседовал с вами, посмотрел, обследовал ребенка, нарушений не нашел, и это очень хорошо. Но бывает и по-другому, если логопед обнаружил проблему. Многие родители пугаются, когда слышат страшный логопедический диагноз, общее недоразвитие речи, дизартрия, дислалия, фонетико-фонематическое недоразвитие и так далее. Только это не медицинский диагноз. Правильно будут говорить, нужно сказать, это логопедическое заключение. Если логопед нашел у ребенка какие-то проблемы в речевом развитии, он, как правило, рассказывает, что это за логопедическое заключение, в чем причина, каковы возможные этапы коррекции и сколько времени займет работа по устранению нарушений. Только помните, что продолжительность всей работы зависит не только от логопеда, но и от особенностей вашего ребенка и также от вашего отношения к занятиям. Присутствие родителей на занятиях, заинтересованность в процессе — это ответственное выполнение заданий, которые логопед дает вам на дом. Это значительно может ускорить достижение отличного результата. Ну и в заключение. За сегодня вебинар у нас такой коротенький, небольшими такими дозами я вам даю. И в заключение совет. Не бойтесь обращаться к логопеду, чтобы проверить, как у вашего ребенка развивается речь. Речь — это очень важно. В этом отношении любое беспокойство оправдано. Если что-то действительно вас волнует в речи малыша, обратитесь за логопедической консультацией как можно раньше. Иногда достаточно всего одного визита к логопеду, чтобы убедиться, что развитие речи вашего малыша соответствует возрасту. Ну а если обнаруживаются какие-то проблемы с речью, помните, что раннее обращение к специалисту всегда способствует успешному их преодолению. Вот сегодня мы с вами поговорили о причинах, о нормах развития, о причинах нарушений в развитии речи. И что я вам хочу сказать?
Не бойтесь обращаться к логопеду. Найдите своего логопеда, найдите, если какие-то проблемы с ребенком у ребенка есть, не переживайте. Обратитесь к специалисту, и специалист вам поможет. И сегодня я на этом заканчиваю. И на следующей встрече мы с вами продолжим разговор о логопедических занятиях. Желаю вам успехов и до встречи.